тоже пикировал, блядь. Ох, неудачно упал он. Так классно попал и неудачно упал. Ё-моё. На месте чаепития сразу рябчик вот тут, оказывается, и был. Ладно, пойду искать. Так, вот ориентир этот пень будет. Между дорогой и пнем вот здесь. Если найду он тут. Но сомнение большое. Что-то я не услышал, чтобы он так четко упал. А вон он, ребят. Вон, хотел камеру выключить. Упал, нашел. Нормально, оказывается, он. Вот он, ребят. Вот еще где-то слышно. Здесь полный выводок, оказывается. Отлично. Ну вот, ребят. Тоже самец. Я увидел такой силуэт. Потом рябчик, не рябчик, а в оптический прицел посмотрю, тоже не похоже. И, ребята, я свистанул, он свистанул, и кончик хвоста у него так дернулось. И я понял, там рябчик сидит. Вот, тоже через ветки бахнул. Нормально. Класс попал. Надеюсь, не последний. Ветку попал. Ветку попал, блин. Ветка мешает. Сидит, но ветка мешает. Попала. Первый выстрел, ребят. Куда-то в эти ветки попал пуля. Вот сюда. Прям я видел. Не дошла до цели. Сейчас СК стрелял. Тихий патрон. Так. Где он?
На земле бегает или что? Потерял. Он подранок. Не видел. Вот она, ребят. А то, что кого я услышал, это второй рябчик, оказывается, был. Этот намертво упал. Вот это кадр такой, блин. Интересно, как-то вышло. Вот так вот. Вот он рябчик, ребят. Самочка. И самое интересное, я подходил к дереву и услышал, и не понял, где что взлетело. Явно там рябчик взлетел. Думал, подранок побежал. Начал искать вдалеке, там смотреть, где что побежал. Да, и думаю, я проверил, где сидела птица. Он просто камнем под дерево и упал. А там еще и второй рябчик. Я его и слышал. Вот так. Ну, все. Добыли первую самочку сегодня. Надеюсь, не последний. Ищем дальше. Может, еще где-то и будут рябчики. Но там слышно еще было возле... Там, где я чай пил. Туда еще схожу. Где-то здесь птица. Очень плотно стоят деревья. Улетел. А он туда сел. Примерно ориентир есть, но потеряю, наверное. Блядь. А вон он увидел, ребят, его. Чуть-чуть ветки мешают. Блядь. Ветки мешают. Да, хорошо сидит, но ветки мешают, конечно. Немножко. Есть. Ой, блядь. Колени мои, колени. О, сука. Этот тоже ко мне упал. Отлично. Ой. Все, хана коленом. Ой. Так. Этот спокойно сидел вообще. Где-то вот тут должен быть. Найти бы еще. Сложновато. Вон он. Собака лает. Нашел, ребят. О!
Опачки. Вот он. Кто-то с собакой охотник ходит. Тоже самец. Отлично. С добычей. Так, ладно. Сейчас буду идти параллельно дороге. Думаю, здесь кого-то еще поднимем. Посмотрим. Примерно 1,5 километра в холостую шел. И здесь откликнулись рябчики. 2 штуки точно есть, но не подлетают. Сейчас буду заходить. Потихоньку зайду, без свиста. Он свистит. И просто может где-то он перелетит с одного дерева на другое. Только так возможность увидеть их. Густая тайга, смотрите, с подсадом. Очень плотный лес. Но все равно зайду. Другого варианта у меня нету. Нереально их найти, конечно. Не взлетают, не улетают. Вроде тут должен быть. Просто гигабайты сжигаю, блин. Не знаю, ребят. Спрятались. Думаю, ребят, лучше выйти на дорогу и уже идти. Просто тупо идти. Не свистеть ничего. Если будет рябчик, хорошо. Нет, так нет. А то, что вот сейчас я зашел здесь, 2 рябчика, я знаю. И не взлетели, не улетели. И не откликаются. Что-то замолчали и все. Может, под деревом хожу, они сидят просто. Может, время, тихий час у них. Что еще можно подумать? Скажем, утром они активные были, кормились, а сейчас просто они отдыхают. И для них это нормально. Вечером еще они тоже как бы на кормежку будут вылетать, свистеть, активные. Да, и смотрите, какой подсад. Знаете, вот я хожу и, честно, не по себе. Потому что я знаю, здесь живет медведь. Это 100%. 100 и 200% здесь есть медведь. Место тихое, такое спокойное. Очень много подсада. И в этом подсаде очень много рябины. Смотрите, вот видите рябина. И там везде рябины. И они здесь просто балдеют, живут. Давайте лучше выйдем, не будем тревожить дядю Мишу или тетю Машу. Короче, значит все. Значит, рябчики умолкли. И лучше идти. Еще пару мест как бы я приметил, запомнил, где вот с утра свистели рябчики. Там еще посвищу. И все. Вот, блин. Вот где-то вот они тут. Прям вот. Иногда бывает, собака тоже чувствует. Не лает, а так вот слушает. Я вот тоже слушаю. И не взлетают ничего. Ладно, выхожу. Пускай размножаются. Не знаю, в эту осень сюда я еще приду или нет. Не обещаю. Но самое главное, я сейчас здесь. Самое главное, поохотился. А что осталось, пусть дальше размножаются. Может, кто-то еще другой будет добывать. Смотрите, сколько елок тут подсада, видите? Вон. И вот в таких местах живет зверь. Лось, животные и медведь. Они как бы, когда убегают от охотника, это для них спасение. Вот такое место. Такой ельник.
они потом прячутся в таких местах. Вот так, ладно. Здесь старые зачесы. Чага, я смотрю, вон там есть. Старые зачесы. Какие-то промысловые тропы здесь. Но сейчас охотники, наверное, уже давно умерли. И просто вот остались следы. Здесь даже какая-то ловушка была, вот палка. Вот здесь. Вот. На этом дереве и на этом. Вон палка. Там, наверное, алюминиевая проволока еще должна быть. Похоже на петлю на рябчика. Вон, смотрите, сейчас встану и посмотрим. Он попал, бля. Вот. Вон он. Это вот эхо охотничье. Охотничье эхо, ребят. И это нормально. Это нормально. Вот такие петли, это на рябчика раньше ставили. Если новых зачесов нету, значит все. Хана, охотник умер. Все забросили тут. А то, что раньше петлями ловили, от этого дичь не убавлялась. Вообще не убавлялась. Каждый год они по сотни штук ловили, и дичь всегда была. Потому что тайга была не тронута, никаких вырубок не было. Были, но минимальные вырубки. Это сейчас просто большими объемами лес вырубают, и поэтому дичи все становится меньше. Дичь просто уходит с наших лесов, ищет себе спокойное место, где много большой площади леса, кормовая база хорошая. Об этом я уже десятки раз вам говорил и буду говорить. Для тех, кто это не понимает. Фиг с ним, скажем, птицы. Но вот зачем вот не размножается заяц, это непонятно. Потому что старые вырубки, там подсада для них. Корма просто в изобилии. Но одного зайца даже не встретишь. Вообще нет. Это странно. Почему так происходит? Ребят, бывает ищешь рябчика, а бывает рябчик сам находит. Вон елка, вот видите. Сейчас, короче, я иду оттуда и звук услышал рябчика, но не увидел. Он, оказывается, наверное, выскочил и немножко и сразу сел. Потом еще шаг сделал, он выскочил и сел прямо вот на самое ближнее елку, на близкое расстояние. Короче, с одного выстрела я не успел даже заснять, вытащить камеру. Не до камеры. Шанс дается, бывает, секунды. Открыл оптический прицел, в общем, прицелился и бах. Бах, бах, бах. Вот на эту елку сушину. Или нет, не сушина. Сейчас где-то она тут. Прям камнем даже упал. Может даже и самочка. Что-то очень похоже. Да, самочка. Вот она, ребят. Вот. Ну вот. Самочка. Так и думал. Потому что, я не знаю, очень похоже на вот такой вот звук. Ну, это за сегодня вторая самка. Очень хорошая птица. Ну, их просто, когда смотришь, прицеливаешь и не различаешь, самка или самец. Да, и смысла не вижу там рассматривать. Надо добывать. Для этого и дается охота осенняя, чтобы добыть птицу. Вот. Ну, которая птица, я уже не помню, сколько сегодня уж добыл. В принципе, пока нормально. Надеюсь, это не последний. Будем идти. Лучше так потихоньку буду идти, не свистеть. От свиста даже шуганная птица раздражается и пугается. Так спокойно буду идти. Если вдруг взлетит, там лучше слушать. Вот. Ну все, давайте идем дальше.
Вот такой рябчик хороший. Фух. Тяжелый, трудный рябчик. Но перехитрила. Где-то вот тут он. Вот он вид. Так вот. Самочка. Ну вот, ребят, очередная самочка. Сами видели, как неудобно стрелять, но еле-еле увидел. Он уже как бы тоже меня заметил, начал там шею, как сказать, ну, смотрел, уже все, думаю, сейчас скоро взлетит. Потом поднялся ветер, помощь, шатает деревья и немножко отвлек птицу. В общем, добыл. Уф, вот это да. Короче, он взлетел, она взлетела. Вот сперва на одно дерево. Я не увидел, потом перелетела на другое дерево и все четко получилось. Успел, как сказать, включить камеру. Ну и в принципе, знаете, как произошло? Я как бы подготовился к стрельбе уже. А я стоял, палка у меня была как бы, ну, опрокинута на меня. И в общем, палка соскользнула и упала. А от этого шума птица перелетела на другое дерево. Во, как дело было. Ну вот. Опять же, как-то не манил ничего, просто он возле дороги сидела и взлетела. Удалось добыть. Надеюсь, не последний. Идем дальше. Сейчас надо чай попить. Сейчас выйду на дорогу и чай попью. И самое главное, вот в этот раз я вообще не спешил прицелиться. Думал, ну, взлетит, ничего не поделаешь. И то же самое, как бы я прицеливаюсь один раз. Что-то как будто не то. Полумесяц виден. Второй раз тоже как-то полумесяц непонятно, блин. Неправильно прицеливаюсь. Оптический прицел, там полумесяца видно. И там уже как-то все четко, не спеша. Вот пенек, наверное, может сюда сесть или сейчас на горку поднимусь, может там где-то будет какой-нибудь валежник. Я уже перешел ручей, полпути прошел. Ну, в принципе, нормально. Погода позволяет гулять хорошо.